Какова сегодня ситуация с пересечением государственной границы между Абхазией и Грузией? Имеют ли место нарушения режима перехода границы? Как контролируется порядок, установленный для этого? Пообщаемся на эту тему с заместителем председателя службы госбезопасности Абхазии Рустамом Латиповым. Здравствуйте. Здравствуйте, Белла, здравствуйте, слушатели радио «Спутник Абхазия». Итак, какова сегодня ситуация с пересечением границы на реке Ингур? Не участились ли нарушения пограничного режима в последнее время? Обстановка на абхазо-грузинской государственной границе остается стабильной. На сегодняшний день действует 2 контрольно-пропускных пункта. Это КВП Ингур и КВП Папанархва. Если говорить о порядке пересечения государственной границы, то на сегодняшний день мы можем отметить, что основная подавляющая масса людей, которые пересекают данные пункты пропуска, это жители приграничных районов Галского и Ткорчалского районов, ввиду имеющихся социально-бытовых трудностей. Если говорить о цифрах, то мы можем сказать, что за 9 месяцев текущего года в среднем в сутки пересекает границу до 1500 человек. Данная статистика, она в разные месяцы имеет свои тенденции к изменению. В летние месяцы, соответственно, оно немного подрастает, а зимние, осенние, весенние уменьшается. Из года в год примерно одинаковая ситуация? Приблизительно одинаковая, если вычесть периоды, когда мы ограничиваем пересечение границы, связанные с теми или иными обстоятельствами. В том числе можем говорить, что в 2020 году, с учетом эпидемиологической обстановки, практически пересечение государственной границы было невозможно для жителей данных районов, кроме работников Ингургэса. В целом, какова обстановка? Необходимо отметить, что с учетом международной обстановки вокруг Абхазии, естественно, мы слышим и озабоченность наших граждан, населения, обеспокоенность возможностью обострения на этом направлении. Буквально на днях очередной раунд переговоров на женевских дискуссиях показало, что грузинская сторона не готова на сегодняшний день подписать документ о неприменении силы. Соответственно, наши действия соизмерны по обеспечению охраны, защиты интересов нашего государства на данном направлении. То есть какое-то усиление? Те или иные действия, они, опять же говорю, они соизмерны обстановке. Тут, конечно же, надо обратить внимание на то, что пограничный отряд службы государственной безопасности, представленный на абхазо-грузинской границе, несет совместно с пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия с 2009 года. И можем за этот период времени однозначно констатировать о том, что ежегодно совершенствуется порядок несения службы, что позволяет минимизировать вообще в целом факты, связанные с возможностью нарушения государственной границы. За 9 месяцев текущего года совместными действиями наших подразделений, абхазских и российских пограничных структур на абхазо-государственной границе было выявлено и пресечено 978 попыток, связанных с нарушением государственной границы. На основе дачи правовой оценки представленным материалом было возбуждено 10 уголовных дел. По статье 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия, это связано с незаконным пересечением границы, осуждено на данный момент 6 лиц. Наложено и изъято штрафов на сегодняшний день в административном порядке на более чем 1,5 миллиона рублей, которые попадают в бюджет Республики Абхазия. Естественно, мы можем отмечать, что может являться нарушителями государственной границы. Сегодня существует полный запрет на пересечение абхазо-грузинской границы, но есть определенные случаи, когда это разрешено. Так ли это? На сегодняшний день однозначно говорить о том, что есть полный запрет, не приходится. Скажу почему. Потому что мы можем представить цифры, также, о статистике говорил, в сутки до 1500 пересекает в одну сторону граждан. Это, я говорил, в основном подавляющем своем большинстве жителей приграничных районов, но вместе с тем это большое количество сотрудников стратегически важного объекта Ингургэс, и работники в сфере
международных организаций. Вот. Помимо этого, естественно, мы можем, конечно, сказать, что бывают в частном порядке обращения граждан Республики Абхазия, связанные, значит, с необходимостью выезда по медицинским, значит, направлениям, да, и есть фактор родственности, от которого, да, это и соответственно международными конвенциями, да, это все, значит, обозначено, и, конечно, значит, это все в индивидуальном порядке в органах службы государственной безопасности рассматриваются заявления, и в случае одобрения пропуск осуществляется. Скажите, есть, то есть, определенные правила, по которым люди могут пересекать границу? Однозначно существует. Вот четко, каковы эти правила? Каковы эти правила? Что мы можем говорить о порядке, правилах пересечения государственной границы на абхазо-грузинской участке? Пропуск, значит, граждан осуществляется на основании наличия действительных документов. Это паспорт заграничного образца Республики Абхазия, это вид на жительство Республики Абхазия, это международные, значит, дипломатические документы, действительные документы иностранных государств, да, граждан иностранных государств, в случае, значит, когда это в порядке определяется визовым режимом въезда в Республику Абхазия. Для несовершеннолетних наличие, естественно, свидетельства о рождении. И прилагающиеся к этим документам, значит, для граждан Абхазии это наличие пропуска, выдаваемого в СГБ Республики Абхазия, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии, это наличие визы, выдаваемое консульским отделом Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Вот. Но, опять же, это обращение граждан осуществляется заблаговременно в виде структуры. И, конечно же, если нет веской, да, там, гуманитарного характера, значит, причины, то желание поехать увидеть друзей или там, значит, сделать какие-то покупки, приобретения, да, конечно, этого невозможно. А какова вообще процедура получения вот этого пропуска? Вот в каких случаях все-таки, как вы устанавливаете причину того, почему человек пересекает границу? Ну, опять же, я говорю, что для выезда в Грузию, для граждан Абхазии, если мы будем говорить, это определяется прежде всего обращением с письменным заявлением в органы СГБ Абхазии. Соответственно, значит, там проводится соответствующая проверка, по итогам которого выносится решение о предоставлении либо не предоставлении разрешения на выезд в Республику Грузия. То есть... Но, как правило, если я вот могу добавить, достаточно в нашем обществе об этом не секрет, да, что с целью получения медицинского, да, какого-то квалифицированного, значит, подхода, как правило, есть случаи, когда обращаются граждане, но должен вот со всей уверенностью заявить о том, что, естественно, где-то абхазская медицина, значит, может, где-то уступает в каких-то отраслях, может, где-то, значит, опережает грузинскую медицину. Но когда люди сталкиваются с теми или иными серьезными заболеваниями, да, и когда нет такой возможности, естественно, значит, родные, родственники пытаются каким-то образом, значит, не попасть в том числе в квалифицированные медицинские учреждения на территории Грузии. Но иллюзий в этом отношении строить я бы предостерег наших граждан, потому что очень много случаев, к сожалению, когда потом родственники сталкиваются со сложностями завоза усопших, умерших там же, на территории Грузии, значит, кому собирались оказать медицинскую помощь. Потом сталкиваться с трудностями, связанными с возвращением уже То есть это отдельный вопрос, отдельно его решают, и это очень сложно решить, да? Да, совершенно верно. Да, есть такие случаи. Скажите, вот те правила, вот эти спецдокументы, понятно, кому-то их, вы уже сказали, кому-то разрешают, кому-то нет. Вот все эти правила, они неизменны уже на протяжении долгого времени, и никакой там корректировки в последнее время не подвергаются? Никакой корректировки данные правила не подвергаются, только если в условиях, когда вводятся ограничения, только да, в сторону, значит, усиления.
контроля. Не участились ли в последнее время попытки пересечения границы, к примеру, туристами? Многих ли приходится разворачивать? Вообще в курсе ли вот люди, которые приезжают в Абхазию, допустим, иностранцы, да, что граница с Грузией у нас закрыта? Данный вопрос в силу тех процессов, которые происходят, все мы видим в открытых источниках информации на контрольно-пропускном Верхний Ларс, да, на российско-грузинской государственной границе, и интереса, граждан России выехать в Грузию, да, за последнее время, конечно, имеет актуальность и на нашем направлении, но в этой части мы, конечно же, ведем работу, в том числе разъяснительную. Были единичные случаи обращения, когда, с возможностью выехать в Республику Грузию транзитом через Республику Абхазия, но этот вопрос у нас не рассматривается ни в каком образе, поскольку мы не пропускаем через наши контрольно-пропускные пункты Ингур и Папунарху граждан какого-либо это государства не было в плане транзитного пересечения Республики Абхазия. Скажу почему. Прежде всего, мы руководствуемся тем, что на абхазо-грузинской государственной границе действия пограничных органов Республики Абхазия не совсем в классическом, традиционном варианте, поскольку там, где есть, как правило, контрольно-пропускные пункты с сопредельной стороной, да, существуют определенные механизмы взаимодействия. В данном случае мы действуем в одностороннем порядке, поскольку со стороны грузинских органов, естественно, существует непризнание, да, нашей государственной границы на данном участке. Поэтому мы, соответственно, в одностороннем порядке принимаем решения. И несмотря на существующие межгосударственные соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о безвизовых поездках, что предусматривает в том числе и запускать и выпускать на существующих, действующих контрольно-пропускных пунктах Республики Абхазия граждан Российской Федерации, на этом направлении, грузинском направлении, данное правило мы не используем. С учетом, в том числе того, что для этих же лиц будут проблемы на территории Грузии, поскольку, опять же, ни для кого не секрет, что на территории Грузии действует закон об оккупированных так называемых, да, территориях, в соответствии с которым лица, попадающие на территорию Грузии, в случае со стороны Абхазии, они будут привлекать к уголовной ответственности. Да, с нанесением либо серьезной суммы штрафа, либо же сроком отбывания в местах лишения свободы. Поэтому мы не можем и не идем на это. А есть ли у вас информация о том, вообще, если люди в обход пропускных пунктов прошли границу? Но есть такие, наверное, участки труднопроходимые, где знают какие-то определенные люди, они там проводят и так далее. Я до этого озвучивал статистику по попыткам, предотвращенным, порядка небольшим, до 1000 лиц было задержано. Это те лица, которые пытались в обход установленных пунктов пропуска пройти через государственную границу. Естественно, сегодня огромный труд сопряжен с охраной государственной границы, поскольку протяженность по линии разделения по реке Ингур, если говорить, это порядка чуть более 60 километров. Это достаточно большая протяженность, внушительная, так скажем. Наши действия совместные, с пограничным управлением Российской Федерации, они, естественно, достаточно, осложнены рельефом местности, и, на сегодняшний день есть еще необходимость создания инженерных соответствующих сооружений. И поэтому, конечно же, мы боремся с теми попытками, которые могут все допускать те лица, те граждане, в том числе есть лица, которые проживают на государственной границе, у непосредственно ее близости. Есть даже случаи, где участки домохозяйства поделены, линией государственной границы, и, соответственно, там... Половина в Грузии, половина в Абхазии. Да, есть такие случаи, поэтому там, конечно же, могут быть такие попытки, но с этим достаточно объемном уровне ведется работа, и цифры дают о себе знать. Опять же говорю, с каждым годом нарушителей становится все меньше и меньше, поскольку идет разъяснительная работа, профилактическая работа с гражданами, и дает, соответственно, свои плоды.
Кто являются нарушителями, если мы будем говорить вообще о категории, да, естественно, мы можем за эти годы сделать соответствующий анализ, то это в основном жители, в основном те, у кого есть трудности с наличием действительных документов. Это у нас проблема в Галском районе очень серьезная. У нас есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Республики Грузия, имеют документы советского образца, которые уже как бы не физические, не юридические, да, как говорится, не имеют никаких сил. Пользуясь такой, значит, возможностью, хотел бы обратиться ко всем, да, жителям нашего приграничья. В случае, когда есть необходимость и нет таковых документов, да, действительных, обязательно обращаться в органы государственной власти. Это есть администрация, это есть служба госбезопасности, где всегда на их обращение, заявление их выслушают, и обязательно будет приниматься решение о пропуске или не пропуске. Поскольку вопросы гуманитарного характера, я опять же говорю, к этим, значит, вопросам мы относимся с пониманием. То есть они могут получить вид на жительство достаточно быстро или как? На сегодняшний день, говоря о документировании населения Галского района, есть определенный порядок, есть определенные сроки, есть определенные основания. Есть даже категории граждан, у которых нет даже этих оснований, не имея вообще никаких, говорится, действительных документов. То есть люди просто подвешены в воздухе. Да. Вид на жительство кто у нас может получать? Лицо, которое должно иметь какой-либо действительный документ какого-то государства. Да? В данном случае есть люди, у которых ничего нет. Есть записи, значит, в администрациях сел, да, значит, в сельских книгах, да, вот то, что они жители являются. Вот, и они остались в промежутке времени между нынешним и советским прошлым. Вот, и зачастую есть такие. Ну, понятно. Будем обращаться к администрациям, узнавать ситуацию, да, и как решается эта проблема. Вы говорили о том, что действительно протяженность границы, она большая между Грузией и Абхазией, и идет какое-то обустройство техническое, да, для того, чтобы вот рубежи как бы прочно сохранять. А вот какое обустройство, насколько оно активно идет, и будет ли это эффективно? Ну, я назвал протяженность только по речному разделению, да. Это не вся протяженность. Вся протяженность абхазо-грузинской государственной границы составляет более 160 километров. Вот. И более 98 километров – это горный участок. Это достаточно сложный рельеф, это достаточно сложные климатические условия. Вот. Несмотря на это, пограничные ведомства Абхазии и Российской Федерации представлены на всей протяженности. То, о чем вы говорите, естественно, я раскрывать не могу, но что сегодня существует, его предостаточно для того, чтобы говорить о достойном, значит, и во всестороннем, объемном подходе по охране государственной границы.